Глава 7. Развивайте воинственный голос. Воинственный голос говорит и поет агрессивно. Не было еще такой победоносной армии, у которой бы не было ни одной песни. Когда армия побеждает, солдаты поют так громко, как только могут. Только те солдаты, которые идут домой с поражением, не имеют песен. Некоторые церкви и некоторые христиане подвергались критике из-за того, что пели очень энергично. Но на самом деле мы только начинаем распевку. Это только начало. Так и можете заявить дьяволу. Я люблю агрессивное пение. Чтобы выступить против дьявола, не нужно ждать, пока начнется проповедь. Выходи против него в песнях. Скажи ему, что мы победители. Пой хвалу Богу. Пой о Его могуществе. Пой о победах, которые происходят в твоем сердце. Аллилуйя! Благодарение Богу за каждую новую песню. Мы будем петь новые песни, которые приносят радость. Бог хочет, чтобы мы пели с большей агрессивностью, с силой, с властью во имя Иисуса. Я люблю воинственное пение. Слово учит нас петь Господу новую песню, и я верю, что эта новая песня должна быть спета воинственно. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Псалом 32, 3-4 стих. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Псалом 95, 1-2 стих. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Псалом 97, 1 стих. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Псалом 149, 1 стих. Все эти указания мы находим в псалмах царя Давида. Однако о пении новой песни говорится и в самой последней книге Библии. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение, 5 глава, 9-10 стих. Так что видите, даже на небесах мы будем петь новые песни. Я не верю, что в дни Давида эти песни пелись кроткими или слабыми голосами, или что мы будем так петь на небесах. Нет, пение в те дни было воинственным. Прочитайте книгу пророка Неемии, 12 главу с 27 по 43 стих. Племя Иудина вышло на битву впереди войска, прославляя и воспевая Господа. Певцы пели громко, когда Неемия освящал стены Иерусалима, так что радость Иерусалима была слышна далеко за его пределами. Воинственные песни нравятся ангелам, а дьяволу они удовольствия не доставляют. Я был бы счастлив угодить ангелам и Духу Святому. Мы должны дать понять дьяволу, что мы серьезно относимся к тому, о чем поем. Пусть в наших сердцах будет царский венец, когда мы поем «Он жив, Он жив». Бог хочет, чтобы все собрание пело воинственно, и чтобы ведущие прославления пели воинственно. Чрезвычайно легко просто прийти в церковь и просидеть там, устроившись поудобнее, так что, уходя, все, о чем вы думаете, это вкусный обед. Если кто-нибудь спросит, как прошло служение,
И если оно не было воинственным, вы можете сказать: «Это было чудесно, это было хорошо», но все ваши мысли уже направлены на еду. Если же вы поете воинственно, вы действительно получите что-то и забудете о своем желудке. Мы на поле битвы. Нам предстоят тяжелые сражения. Церковь и так уже слишком часто отступала. Христиане должны начать писать новые песни, молиться Богу о новых мелодиях. Запиши эти песни и принеси в церковь своему пастору или лидеру прославления. Скажи: «Давай петь Богу новую песню. Вот песня, которая родилась в моем сердце». Пусть люди живут сильнее и воинственнее. Говори воинственно. Мы должны не только петь воинственно, но и говорить воинственно. Должен предупредить вас заранее: у вас появятся враги. Если ты говоришь ясно и сильно, люди могут спросить: «Хочешь подраться, что ли?» Ты должен ответить: «Да, хочу. Я хочу драться с дьяволом. Я хочу драться со всяким злом. Я хочу бороться со всякой неправдой». Я не думаю, что сегодняшняя церковь являет пример воинственной проповеди. Часто из наших слов невозможно понять, на чьей мы стороне. Библия говорит, что Иисус не говорил как фарисеи, но Он говорил как власть имеющий, как и должен говорить повелитель. Фарисеи гордились своими аргументированными речами. Они говорили: возможно, Писание имеет в виду то, а возможно и это. Они очень гордились тем, что могут комментировать законы пророков и толковать книги Ветхого Завета. Их споры были бесконечны, но фарисеи никогда не высказывали слово с властью в духовном смысле. С другой стороны, они очень жестко придерживались того, что считалось обязательным в результате их истолкований, оправдывая даже то, что шло вразрез с духом закона. Что-то такое было в голосе Иисуса, что отличало его от всех остальных. Бог хочет, чтобы и мы говорили с властью, а она приходит от знания слова. Некоторые христиане должны встать перед зеркалом и послушать самих себя, для того, чтобы понять, что видят другие, когда они говорят. Сегодня Бог хочет, чтобы люди заговорили из своего духа, из своего естества. Где бы ты ни был, учись говорить с божественной силой. Пусть мир узнает, что ты один из могущественных детей Божьих. Сегодня есть люди, которые говорят: «Ты должен остерегаться брата Самрела. Он использует сильные выражения». Я говорю: «Да, это правда. Я использую тот же язык, что и апостол Павел. Я просматриваю словарь в поисках сильных слов. Я убрал слово «не могу» из моего лексикона. Я говорю «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе». Учись говорить с силой, с энергией. Все актеры без исключения упражняются и репетируют. Любой адвокат тренируется, оттачивая каждое движение, потому что не важно, сколько истины на его стороне. Важно сказать свои аргументы с силой, иначе присяжные или судья ему не поверят. Если он не будет говорить с силой, его слова упадут на пол и умрут. Точно так же и с христианами. Мы должны говорить истину с властью. Настало время говорить сильно. Пора показать миру, во что мы верим. Господь сказал мне много лет назад, какое отношение к жизни у меня должно быть. Головы других людей не для моего счастья. Другими словами, мнение других людей обо мне не должно влиять на мои поступки и мою жизнь. Если ты идешь по жизни, стараясь угодить всем вокруг, дорогой мой, у тебя будут большие проблемы. Ты удовлетворишь одного, но не понравишься другому. Затем ты бросаешься удовлетворить второго, но огорчаешь первого. Оставь их обоих и угождай Богу. Говори то, что Он хочет услышать от тебя. Будь тем, чем Он хочет видеть тебя. Если ты собираешься быть человекоугодником, ты никогда не будешь Божьим угодником. Настало время откровенно и агрессивно осудить грех.
Мы воспитаны в сегодняшнем обществе, в котором грех не является грехом. Грех – это, так сказать, моя проблема, мой жизненный путь, мой выбор и так далее. И уже невозможно разобраться, что же в конце концов правильно, а что неправильно. Гомосексуализм не рассматривается как грех, хотя СПИД – его ужасные последствия. Мир будет тратить миллиарды долларов на то, чтобы найти вакцину против СПИДа, но не будет говорить мужчинам: «Оставьте мужчин и найдите себе жен». Сегодня мы живем в безумном мире. Вместо того, чтобы учить молодых людей и девушек жить моральной и праведной жизнью и принадлежать одному мужу или жене, высшие учебные заведения распространяют презервативы. В результате очередные миллиарды долларов идут в оборот и, как следствие, неразборчивость половых связей, разбитые семьи, оскорбленные жены и дети. Миллионы детей убивают до рождения посредством абортов, но целый мир оплакивает 3 китов, застрявших во льдах. Если ты боишься говорить, потому что боишься задеть чьи-то чувства, ты не будешь говорить воинственно. Есть только один человек, чувство которого я боюсь оскорбить. Это Иисус. Пойми меня правильно. Ты должен говорить силой о том, что касается Господа. Я не предлагаю тебе быть агрессивным по собственной прихоти или выступать против членов своей семьи или церкви. Я имею в виду только то, чтобы быть сильным, когда говоришь для Иисуса и для Царства Божьего. Некоторые могут быть очень сильными на футболе и очень слабыми в том, что касается спасения. Надо сместить ударение на правильное место. Господь хочет, чтобы мы начали говорить воинственно. Иисус хочет, чтобы мы знали, что нас, в конце концов, призвали в армию, что мы, наконец, оделись во всеоружие Божие, и что, наконец, Церковь будет говорить так же, как Иисус, и мир узнает, на чьей стороне мы стоим. Мир не знает, где стоят многие из сегодняшних христиан, но я хочу, чтобы мир знал мое мнение. Израильтяне, которые обходили Иерихон, на 7-й день наверняка не говорили мягким голосом. Если бы они шептали, то сражение было бы проиграно. И если сегодня мы будем говорить мягко, мы потерпим поражение в сражениях сегодняшнего дня. Когда мы начали строить нашу церковь в Саут-Бенде, штат Индиана, 72 местных жителя возбудили иск против нас. Мы даже не знали, что так много народу живет в 2 милях от нас. Каким-то образом они узнали, что мы получили разрешение на строительство. Они говорили: «Там такие прекрасные деревья, и мы не хотим, чтобы этот человек срубил их». Земля принадлежала нашей церкви, а они не хотели, чтобы мы срубили свои собственные деревья. Затем соседи сказали: «Эти люди в церкви слишком шумные. В церковь входит очень много людей. Они приезжают на машинах, которые загрязняют воздух выхлопными газами. Мы не хотим, чтобы они были здесь». Председатель этого судебного разбирательства внимательно слушал их. Я молчал. Потом он объявил перерыв, а я подошел к нему и сказал: «Я бы хотел поговорить с вами в вашем офисе». Мы вошли в кабинет, и он сказал: «Садитесь». Но я ответил: «Я не хочу садиться». Я наклонился к нему через стол и сказал: «Вы видели 72 человека, не так ли? Я пришел сказать, что будет лучше, если вы подпишете разрешение на нашу церковь. Если нет, я приведу сюда, в центр города, 1000 людей, которые будут защищать нашу церковь». «Да, я думаю, что у вас должна быть эта церковь», — сказал он и подписал бумаги. Некоторые из тех людей, которые были против нашей церкви, потеряли работу. Кто-то умер от рака, некоторые переехали, и мы купили 6 домов, которые прилегали к нашему участку земли. Они стали нашей собственностью. Большинство из тех, кто выступил против нашей церкви, уехали. Возможно, не более 2 или 3 из них осталось жить в этом районе.
Нельзя идти против того, что делает Бог, и не пожать то, что сеешь. Настало время показать дьяволу, что мы думаем по тому или иному вопросу, и не только дьяволу, но и людям вокруг нас. Тебе нужно так говорить во всех сферах своей жизни. Не говори слабо, не говори глупостей, говори с силой. Если люди говорят «ты слишком смел», ответь им «это для Иисуса», и затем иди вперед. Не отступай. Будь сильным в Господе и в силе Его могущества.